Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье бай Старк». Создана Старк, выбрана вами. Салям алейкум, дорогие телезрители! В эфире кулинарное шоу «Софрага Бойранас» и я, ее ведущая Айше Джавдетова. Сегодня у нас в гостях заслуженный артист Крыма, любимец крымско-татарского народа Дилявер Османов. Buyurunuz Дилявер аға. Selam aleyküm. Hoş geldiniz. Selam aleyküm, saygılı sevmektaşlarım, vatandaşlarım. Здравствуйте, уважаемые крымчане. Скажите, Дилявер аға, что же мы сегодня будем готовить? Ну, сегодня у нас очень вкусное блюдо. У армян это называется как бы долма. По-нашему тоже долма. Это значит заполнить что-то. Заполняют, допустим, болгарские перцы, убирают там внутрь. Заполняют кабачки. А это сегодня картошечное будет заполнение. Интересно. Будем там делать, сверлить дырочку и заполнять фаршем. Это называется картоплю долма. Ну, можно сказать, голубцы из картошки. Вот так, Очень интересно. Попробуем. Скажите, Дилявер аға, а что входит в состав нашего блюда? Ну вот главные герои здесь, как бы ингредиенты, это вот картошка и фарш, дважды прокрученный, чтобы он быстрее сварился, потому что картошка быстро варится. Поэтому. Так, а следующее, что у нас уже побочно, здесь получается, конечно, лук, чеснок, приправы. Ну, Наши крымские а это уже продукты. огурцы, помидоры у нас для, как бы, для салата будет. Потому что после, как бы сказать, мясной пищи обязательно нужно его салатик. Щелочная пища. Вот. С чего начнем? С чего начнем? Начнем с главного. Я начну с картошки. Ну, лучше сначала фарш приготовлю, потому что здесь не хватает еще лука нарезать. А вы вот на терке, пожалуйста, пока вот терите у нас морковь. У нас вот огурчики. Так, а я начну, значит, так, нож мне нужен для лука. Так, что вам еще нужно? Давайте я вам помогу. Так, лук есть, все есть. Лук есть? Да, ваше дело на терке натереть вот эти огурцы. Начнем. Так, а вот куда это все? Я вам сейчас сюда. Давайте отходы. Пожалуйста. Это сюда отходы? Да, можно сюда, конечно. Так, вот режем вот так пополам лук. Мельчим его сначала. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Потом вот так вот, вот так. И получается мелкий лучок такой. Так. Так, следующий. Вот, так. Я от лука всегда плачу, Дилявер аға. Да, я вас пожалел. Поэтому я рада, взял что на это себя делаю лук, не я. Потому что это дело мужское. Мы, в отличие от вас, Но вы глаза как не мужчина подкрашиваем. уступили мне. Понятно. Скажите, Дилявер аға, вот все вас знают, все вас любят. С чего началась любовь к музыке? Как вы поняли, что ваше призвание – это певец? Ну, это с малых лет. Как бы отец у меня был на мандолине играл, на гармошке играл. И это... Я с малых лет, тоже 6 лет, начал играть на гармошке. То есть на слуху у меня были все его частушки. Он играл казанские частушки, русские частушки. Еще несколько казанских песен еще пел. Это называлось громко гармошка в то время. Теперь мы перемешаем это с мясом. Да. И вот 6 лет я начал, когда играть на гармошке, соседи говорят, надо его в музыкальную школу, у вас сынок там, как бы. Ну, папа говорит, надо аккордеон покупать, мы пока строимся, бедный. И вот у соседа там сын бросил аккордеон, и он принес нам аккордеон свой, и говорит, вот, когда сможешь, потихоньку будешь отдавать этот аккордеон. И получается, как бы, я пошел в музыкальную школу поздновато. Это
13,5 лет. Ну, никогда не поздно. Видите, как Ну, хорошо, никогда что не вы поздно, решились и понятно, пошли. И вот получилось. Для верха, посмотрите, достаточно столько огурчика? Да, конечно, хватит, все, нормально. Теперь морковку. Морковь, да. Так же, да, на такой же А вот терочке? этот фарш мы уберем, он здесь Мгм. мешает. Можно туда поставить, да? Да, конечно. Так, лук надо еще измельчить. Лук для чего? Чтоб фарш был сочный. Точно. Да, поэтому... Я тоже всегда. А 2 раза прокрутили, чтобы он быстрее как бы потушился вот в этом плане. А иногда я пережариваю лук немножко как бы до полуготовности. Делаю фарш. Он тогда тоже быстро как бы тушится на месте. А здесь 2 раза мы прокрутили, он сырой получается. А в Крым когда переехали? В Крым в 90-м году я с Хайтармой переехал и остался как бы в театре. Меня пригласили в театре остаться. Крымско-татарский театр образовался в 89 году. Вы с 90-го начали работать в театре? Да, а я с 88-го начал ездить с ансамблем Хайтарма. Я работал в ансамбле Хайтарма. Вот, фарш уже готов. Так, перец, соль и зира. Вот так вот помял. И видите, запах какой. Очень, И вот, очень вкусно вот. пахнет, не И потом, передать, просто это если нужно так, вот у чувствовать. меня мама вот так проверяла. Соль. Можно, да? А потом я сюда. Можно. Я так проверять не могу. Вот, все нормально. Все нормально. Соль нормально. Так. Так, фарш есть у нас. Теперь картошкой займемся. Я Так, займусь. что нужно делать с картошкой? Сначала чеснок сюда положу. Вот чеснок вот так берете. Раз. И мнете вот так, да? Как интересно. Ну а как? Век Так очень легче, дорогие телезрители. легче его так делать. Раз помял, а потом мелко Про вот сарымсах так моя нарезал. Виташка говорила. Сарымсах ашасан, адам олырсың. Представляете? А я была маленькая и думала, почему он так говорит? А раньше ведь, А когда почему? они были молодыми, Мгм. у них не было лекарств. Либо не было денег на эти лекарства, и они лечили сарымсахом. Правильно, там же фитонцид А чесночный. И в луке. сердце лечили сарымсахом. И даже давление понижали сарымсахом. Ну, правильно, это как анти... Ну, фитонцид, это как Повышает иммунитет. против бактерий, против всего. Сарымсах еще резать? Дезинфицирует все. А? Нет, все, хорош. Все, достаточно. Много тоже он потом как бы получается слишком. Мгм. Все в меру надо делать. Помидорчик нам для чего? Помидорчик это для поджарки уже. Я Потом. буду делать как бы подстилку, или как это назвать, для наших голубцов картошечных. Так, это потом надо помешать, соль по вкусу. Соль я уже. Соль положила? Да, положила. Хорошо. И Что еще перчик туда можно? немножко. Нет, перчик можно Сметанку? не ложить. Вот сметану или майонез. Вот это, что это, майонез или сметана? Это сметана. Ну, Давайте, давайте майонез. У нас есть майонез безумно вкусный. Да, ну. Майонез мечта хозяйки. Он Так. очень вкусный, я сама его покупаю. Поэтому мы используем именно его. Ну, чем А майонез именно хорош, провансаль 67%. чем майонез хорош. Там еще есть ингредиенты. И чеснок, там, наверное, и какие-то другие, да? Да, А он достаточно пахнет? столько. Ну, посмотри. О, красота. Пахнет, Нормально. это мечта хозяйки. Хорошо, Да, это всё вам не понятно. Просто так. Все, займемся теперь картошкой. Да? Так что, хозяйки, мечтайте. Хорошо.
Московскую консерваторию, Мгм, мгм. сильный скрипач. А поступил после армии через 3 года в училище, мой педагог стал. Так он еще и вокалист-певец. Через 2 года у Кузнецова там он учился на вокал, и через 2 года стал оперный певец. Вот такой талантливый человек. На скрипке играет, вокал поет. То есть И это такое правда. сочетание. Да, артистичный, там в коридоре, там кто-то, учительницы, там этих молодые, симпатичных. Я вас люблю. Ой-ой-ой, пугает, Я с короче. этим знакома для Веры, потому Да, что да. у меня сестра оперная певица. А, С вашу детства- сестру я знаю, да. С детства я Вот смотри. слушала, я вас люблю. Понятно. Смотрите. Минута. Вот смотрите. Я беру картошку, желательно крупная, эллипсная, да? Ага. И с 2 сторон вот так режу. Первая сторона. Ну, типа... В одну сторону Они нам пригодятся еще. Теперь вторую сторону. и вторую сторону. И получился у нас вот такой стаканчик или бочоночек. Вот, совершенно Замечательно. верно. Видите, я толще, У меня понятно, красиво. стройнее. Вот. Ну, Так. женщинами. Для чего это делается? Чтобы когда как бы сделать надрезы. Мгм. И картошку накручу, и это ковыряю. И получается вот очень легко. Официальным спонсором кулинарного шоу «Софрага Бойронас» является торговая марка «Мечта хозяйки». Майонез «Мечта хозяйки» – это классический состав, классический вкус. В составе с отборными ингредиентами «Мечта хозяйки» – это само совершенство. Ну просто пальчики оближешь. «Мечта хозяйки» – гарантированно вкусный результат. Вера, вы когда готовите, поете? Обязательно. Когда готовишь, у меня на ум, ну как, оно само приходит. Всё с Подсознательно душой. уже душевные, да, песни. Вот потому что у нас очень теплые душевные песни, лирические, такие мягкие, нежные. Даже Луначарский говорит, им присуща вот эта вот искренность, душевность, нежность, мягкость. Вот эта лирика. Наша И крымская я сам музыка. по характеру такой, поэтому Это и шедевр. пою потихоньку. На ум Я лезет тоже сейчас. пою, когда готовлю. Серьезно? Да. Ну все, давайте споем что-нибудь общее. И иногда разучиваю даже роли, когда готовлю. Вот, мен анейным БХЗ-дым, но у вас 2 девочки. Конечно, я вашу семью знаю. У нас 3 девочки. 3, а я не знал, Да. видите? Я говорю, знаю. Ну, я Джевджетову хорошо знаю, и мне, сестру вашу, она в Киеве закончила консерваторию, оперная певица. Да, театральная. да, да. Ну, познакомился там, в Бахчисарае, где мы живем. И вы. Так, достаточно, наверное. Ну вот еще один. я вам. Время как бы Так, экономим. что дальше мы делаем? Теперь это все я заполняю фаршем. Так, а вот это вот остальное я уберу в тарелочку. Вот это вот сюда уберем. Это мы можем убрать? Не, а вот это оставим. Не, вот Мгм. это лишнее. Вы столько много картошки сделали. Так, вот это пока я сюда. Эти наши бочоночки. А Так. это сюда. А это сюда, да. Давайте, это сюда. Так, теперь я буду это заполнять фаршем. И можно казан ставить. Так, Айше Ханум, бочонки, вот, я выложил сюда, да? Так. Теперь, чтоб фарш пока я не заполняю, давайте казаном займемся, чтобы прогреть его надо. Конечно. А дальше будем уже Угу. заполнять. Вы сами, да, поставите? Поставлю. как. Да, а вот сливочное масло я сейчас сам поставлю, сколько надо. Давайте. Напоминаю вам, что официальным спонсором передачи «Софрага Бойронас» является торговая марка «Горение». Каждый стремится быть профессионалом в своем деле. Стать профессионалом на кухне вам поможет техника горения. Горение выбрано именно вами.
Так, мы можем сливочное маслечко Сюда. разогревать. Вот я уже взял. Сейчас вот. Здесь сколько грамм? 150, наверное. Ну, половину поставим вот так, да? Мгм. Сейчас. Раз. Так. Да, можно еще чуть. Еще. Потому что это как бы соус. Он должен быть немножко... Оно будет с маслом, жариться, это да. поджарка, да? Да, поджарка. Так, поджарки. Теперь я сейчас нарежу опять мелко лук. Угу. Да, я займусь типа поджаркой. Мы жарим помидорчики. Как бы можно и томат ставить, но лучше живые помидорчики. Я сейчас быстро его. Смотрите, насколько сильно начинять. Вот так вот Ну, вот так. горочкой достаточно? Нет. Правильно ты вопрос задал. Надо немножко, чуть-чуть оставить, потому что вот этот вот соус... То есть убираем немножко, да? немножко убираем, потому что сверху я соусом залью. Ага. Таким вот помидоро-чесночно-луковым. Угу. Ой, вкусняшка у нас. Конечно. А потом еще, в конце мы еще сырок добавим, тертый. Ну, в конце. Сейчас, так, начинаем. Помидор, да? И лук я буду сейчас поджаривать. Для Веры Ага. А можно такой вопрос? Да. А как вы познакомились со своей супругой? Ну, я приехал после консерватории. Мы как бы выбирали, кто где будет работать в музыкальном училище. Мне предложили Джизак, мне предложили Мубарек, предложили Гулистан. А я в Ташкенте жил, самое близко было Гулистан. Я выбрал Гулистан нечаянно. Угу. И все. Поехал в Гулистан. Ну, диплома не дают без отработки. В советское время так было. Музыкальное училище. Мне дали общежитие, одну комнату в общежитии, как положено этому учителю. И А я не любитель в общежитии. Поэтому мне отец дом и купил, чтобы я в общежитии не был. Ну, вам Я повезло. в жизни не жил вообще. Так, сначала я лук разрежу, это пока помидор. И все, и получилось там. В Гулистан я попал, а я же свадьбы играю с малых лет. С отцом начинал. И что? И что? И вы там встретили ее? И, короче, надо было формировать свадебный состав. Я сам взял из студентов свадебный состав. А они играли с ее отцом. А ее отец тоже уже скрипач, певец. И вперед свадьбы. И все старинные песни знают. Ну, тогда так было. Брали одного старика, который берет свадьбы, все знают. И старинные песни молодежь не знала, а старики знали. Вот брали такого старика. Вот ее отец был из таких. Поэтому стариков. пока наши старики Поэтому живы, я попал к ним в компанию, когда первое они меня проводили к старику. То есть попал я в ее дом частный. А второе получилось, что я не стал в общежитии жить, сразу отказался. И вот у этого студента как бы жил. А он жил напротив, через забор на квартире. Это в маслечко? Все, я ставлю. Лук, давайте, быстро. Отсюда, да? Давайте, да, Хорошо. конечно, как вам удобно. Вот, будем сейчас пережаривать. Так. Я буду мешать, Да, мешай вот это, да. О, чтобы правильно. оно не И подгорело. теперь получается, Амитаха его звали, Рахметли, они все, конечно, Царство Небесное, русские говорят. А мы Аллах Рахметлесни говорим. И получается, вот с тех пор глаз положил я, она, наверное, и получилось вот так. И родители не против, Ну, это и замечательно. так далее. Творческие семьи слились воедино, так сказать. Поэтому творческие дети. Да. Она татлит закончила, тем более мне нравилось, когда на татарском, крымско-татарском разговаривают. Вот. Она у меня училась, я у нее учился. У нее литературный язык, а у меня был бытовой, народный, на диалекте степном. Получается. А она горная, Лазенбашлан. У них диалект-то другой. Гельсене, гитсене, не дельсень. Они вот так разговаривают. А я А знала. мы хайда келін шишіп қалсын, вот так разговариваем. Кыпчакский такой диалект. И вот. Но этим-то и богата наша нация. Наш-то этнос сформировался крымско-татарский из двух диалектов. Степного крымского и южнобережного крымского. Поэтому степных называли кыпчакскими племенами, как бы, в общей тюркской, как бы, ветке. А этих угузскими, южнобережных. И вот такой богатый у нас крымско-татарский. Так, еще лучок. А А когда сверху готовите, оставляешь. вот вы сказали, что когда готовите, вы всегда поете. А что Ну, про поете? себя я пою. И немножко вслух так, как мне жена говорит, хватит нудеть. Если поешь, пой. И поэтому, ну, конечно, потом я и для нее пою, получается.
Вот и сейчас. А для меня споете, Лерова? Для Конечно. всех наших Я телезрителей. всех спою. Мы же ждем. Ну, на ум что приходит? Лирические песни только. Все. И почему-то Мирани Брахазедин. Это женская песня? Это прекрасно. Ну, хорошо, от женского имени. Мужчина поет. Если можно. Мен анемнің бір қызы едім, бақытлы болдым. Anamdan gizli bir yarda sevdim, sarardım soldum. Açılmamış gonca gül edim, açıldım soldum. Ну и так далее. Машалла, аплодисменты для Верака. Очень душевная, лирическая песня. Ну, вообще поется Бахатсы Золдум, потому что в то время и Алтын Фесли Хазедом, потому что девочки носили фески незамужние, а когда уже замуж выходили, они уже начинали одевать уже платочки, да? И получается вот такой Алтын Фесли Хазедом. Анем. Скажите, нам это нужно? Да, давай, это тоже. Это будет как подушка, а это будет соус. Этот соус я немножко сюда залью и как бы Так, вот а это соус? вот эти вещи все уложу. И все, крышку закроем, тушить поставим, и через 20 минут все будет готово. А в соус Поперчим, можно посолим. перчик? Или соус? Конечно, вот сейчас приправы, перчик, Хорошо. все можно. Ждем. Я сам все это сделаю. Так, вот это пусть стоит, ладно, убирать не будем, да? Вот, теперь еще вот этот сироп я в конце должен как бы за 3 минуты На терочке. на терочке я его сверху вот так сделаю горочку, Он типа красиво купола. расплавится. Вот красиво и будет. И мы красиво. будем кушать. Это по-кавказски. Кавказцы любят такие вещи сверху. Вот. А я очень Сыр. часто использую сыр Да? в блюдах. Ну, Я ну, очень люблю. К сожалению, я вот забываю об этом. Очень прекрасное блюдо сыр. Запах, ребята, просто непередаваемый. Если честно, я бы сейчас взяла булку хлеба, нарезала, и вот с этим вот вкусно бы поела. Но надо ждать. Но мы еще ее зра добавим немножко, поперчим. Мы ее не перчили, да? Нет, мы А не соль перчили я и оставил? не солили. Нет. Да. Давайте я вам в Сначала- этом помогу. Давай. Глаз алмаз. Ох, не надо было пальчиком, надо было просто вот так. А вот это можно уже пальчиком. Вот, вот, вот так. А иначе... Достаточно Так. только перчика? Да, да, потому что это сильный перец. Он... Так, а вот зру, видите, как надо вот так вот сделать. Вот отсюда аромат идет. Ух ты. Вот, вот. Ой. Это слишком мелко что-то. Будешь на крупном? На средненько. А это крупно слишком. Вот на такую Вот, давай. пойдет? Да, вот это среднее пойдет. Я думаю, что каждый телезритель, который смотрит сейчас нашу передачу, просто мечтает о том, чтобы вы спели Нугай Битлера. Да, хорошо. Ай, ай десеңіз айтайым ау ноғайның бетін білгенден соң, ақ дегенде ақ жігерім ау күйгенден соң тіл таңлайым көрнедір әбейлер көгенден соң мен арума дек мақтанма байны қыз сенден арвын табарман ау құдырғандан соң қабырғаңда ет қалдырмамай сыдырғандан соң ай ойлансам ау дүния қараңғы ойланмаймын мен йылдызып шашырдым ау таба алмаймын ем жаңғызым ем жашыма деп жыламаймын жанмаймын ау десем де болмай о дүнияда ару же қызсыз ави келер өксігімде толмай ай ну достаточно там бесконечно Тарадам. Тарадам, тарадатим, таратай, тарадам, тарадарам, тарадарадатим, таратарадатим, таратам, тарададим, таратай, тарадам, тарадам, машалла, тарадам, тарадарам, тарадам, тарадаратарадаратам. Машалла, браво для Веры. Браво, машалла, сау. Вот такие степные, это песни степного как бы пастуха. Я вам скажу, это какая должна быть дикция для Верога. Вот я в Ну, университете диалект, да, культуры, такой, для того, что грубоватый. я знаю, что это такое, как работать над дикцией. И поэтому Да. я вам скажу, дорогие телезрители, И что дыхание это должно быть, настолько держать сложно, надо. да, диафрагма, дикция. Все, у нас сыр Сыр готов. наш готов. Здесь тоже, по-моему, готово. Тут мы И сейчас можем уже помешаем. укладывать. Вот так мы будем эти стаканчики вот так укладывать, да? Так. Вот так вот кругом. О, видишь, он как будет вариться. Вот. Так.
Как красиво. Хочешь испачкать ручки, можешь попробовать. Могу попробовать, я даже очень Пожалуйста, хочу попробовать. давай. Вперед, приклади твое тоже. Так, я сначала вот уклали мы, да? Теперь я попробую, все ли еще раз убедюсь в порядке. О, сливочное масло и реально Вкусно? кайф. Вкусняшка. А крышкой Всё, надо крышку, накрывать? конечно, крышку надо тушить на пару, Хапатамас. чтобы томилось оно. Все у нас томится. И А не мы забудь, ждем. вот напомнить мне, надо будет еще. Сыр. Да, в Ну, конце. это в конце. За 2 минуты. За 3 минуты. Вот Ждем так. нашу вкусняшку. Ну что, Диля Верога, открываем, смотрим? Давай. Так, осторожно. Бисмилля. Так. Ой, какой вкус. Теперь мы накладываем. Сыр. Так, сыр, да. Последний так. штрих. Последний штрих. Ну, немножко надо сыр, да, прессовать, поняла? Не Да. сверху просто ложи, а чуть туда внутрь прессуй, вот, чтобы он там остывал. Так. Так. Вот, он тоже пикантность придает, я же говорю, кавказцы любят такие вещи. Что-то на печку вот эту. Так, все, Мгм. нормально. И ждем еще 3 Салфеточку. минуточки, да? Да, и 3 минуточки ждем. Как вкусно пахнет. Красота. Так вы не только талантливый Да. артист, вы еще и вкусно готовите? Ну, Не вместе. каждый мужчина способен так вкусно готовить. Машаллах, сізге Сау, Диля. благодаря вашему обаянию. Постарались оба. Сағ Я думаю, будет неплохо. Мы сейчас уже начнем вылаживать, наверное. Пока оно не мешает мне. Так, вот, видите, может даже вот так вот показать. Красота. Ну, я его лежа положу. Они там стоя стоят, а здесь лежа. Вот. Выложим вот так вот. Угу. И будет тоже неплохо. Вместе с соусом, как бы, оно будет идти. Ну, Я достаточно, думаю, они здесь очень еще много, вкусные. конечно. Да, да, И да. вот залью еще соусом так немножко. Вот, видите, соус сверху. Ну, майонез не хватает. Получается только у нас И последний белый. штрих. Вот так. Да. И Украсим красиво. декор, да? Лучше да. Хорошо, здорово. Я Так. думаю, сюда будет очень уместен вот такой сырный соус Отлично, пойдет. Здорово. фирмы «Мечта хозяйки». Хорошо. Сырный соус, да, называется? Сырный соус. Угу. Итак, пробуем. Ну, давайте. О, стоя все же лучше брать, да? С двух сторон. Все, достаточно, я больше. Аштатлоусын. Ага, сау. Так. А ну, попробуем. Машаллах сізге. И картошечки. Я его смешал еще с соусом, с соком. О, Браво, брависсимо, как Да, говорят того. итальянцы. очень вкусно. Буду сам себя рекламировать. Блюдо готово, мы его изведали, нам очень понравилось. Готовьте такое блюдо, вы не пожалеете. Дорогие друзья, кулинарное шоу «Софрага Бойернес» подошло к концу. С вами была я, ведущая Айше Джавдетова, и наш гость Лявер Османов. И нам было очень приятно с вами приготовить Мне тоже очень изумительное приятно. блюдо и увидеть вас еще раз. До встречи на телеканале Миллет. Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез «Мечта хозяйки». Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье Байстарк». Создана Старк, выбрана вами.